Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Сейчас многие предприятия региона вносят коррективы в свои планы развития в связи с введенными санкциями. Импортозамещение – слово, которое прочно вошло в лексикон россиян. И в первую волну ввода санкций с 2014 года наша экономика достойно ответила на все происки западных стран. Как развивается импортозамещение в агрохолдинге «Туймада»? Гость студии Петр Ефремов, генеральный директор ФПК «Туймада», агрохолдинга «Туймада». Петр Семенович, здравствуйте. Здравствуйте. В вашем предприятии наверняка была разработана программа по импортозамещению. Какие направления сегодня уже осуществились или готовятся к реализации? Ну, мы, во-первых, как являемся ППК «Туймада», это мы даем заем для наших крестьянских хозяйств, лично подсобных хозяйств, которые у нас зарегистрированы как юридические лица. И также вот сегодняшний день мы по заданию правительства республики, нашей главы республики Илдархан, в этом году у нас уже выделена определенная сумма денег для финансирования наших заемщиков, наших крестьян. Но сегодняшний день мы уже сделали два больших направления. Это у нас сегодняшний день это разведение пчеловодства для нашей республики. Мы сегодняшний день уже встретились с нашими базовыми хозяйствами, которые люди имеют опыт работы в этом, уже много лет, которые уже по десятки лет работают. Через них мы будем финансировать пчеловодство, и которые они не только будут заниматься, они будут ставить пчелы, скажем, например, где в каких-то местах, они и будут обучать, и они будут консультировать. Мы в этом году планируем больше 1000 семей привести уже на территорию нашей республики. По этой программе мы сегодняшний день работаем. А также сегодня мы уже работаем, у нас в этом году на нашей программе вошли дополнительно еще два направления. Это заготовка рыбы для наших, для заемных средств, для наших рыбаков. Также для заготовки мяса осенью, к которой мы должны приступить, которое приступить на финансирование, и также на дикорастущих. Ну, я думаю, например, это очень большое направление для импортозамещения, скажем, например, все-таки вот наши граждане, нашей республики, чтобы начали работать. Агрохолдинг «Туймада» призван развивать семейную экономику. В эти дни это направление экономики становится особенно актуальным. Ну, мы семейной экономикой уже занимаемся, третий год уже занимаемся по агрохолдингу, но в этом году мы полностью еще раз расширяем. У нас сегодняшний день правительством республики выделена определенная сумма денег, это около 100 миллионов рублей, это чисто на развитие семейной универсальной экономики, фермы. Вот и сейчас, сегодняшний день, мы вот по этой программе как раз тоже мы начали работать. Мы сегодняшний день у нас уже есть 6 заявителей, уже конкретно, которые у нас в этом году по всей республике. Мы еще до сих пор заявки собираем. А также у нас встреча была по нашим улусам. Это в Юрптинском улусе, начальник управления сельского хозяйства, мои замы ездили, разговаривали. И мы вот по семейной экономике, это мы сейчас даем на поросят, на продажу, также на доращивание поросят вот нашего Хатасского свинокомплекса. Также в сегодняшний день мы уже планируем привезти 15 тысяч кур несушек с Нижегородской птицефабрики в районе Заречного улуса. Также 15 тысяч голов птиц, кур несушек мы должны продавать в Люськой группе улусов с города Мирнинского района, село Орлах. По этой программе мы тоже работаем. В этом году уже у нас еще есть одна новая программа, которую мы сегодняшний день людям даем на доращивание молодняк. Это у нас телята 22 года, это телята бычки и телки 22 года. И по продаже, это у нас не продажа, это людям мы даем, например, 10 голов, из 10 голов 60% у них остается. Это значит, 6 голов они за услугу, за то, что они вот посмотрели, мы с ними должны расплатиться, а 4 они нам должны вернуть. И это вернуть на 23 год. И по этой программе мы тоже сегодняшний день работаем. И у нас по сегодняшний день, например, по тем же поросятам, которым если мы даем на доращивание, то мы не только просто даем поросят, мы даем от зависимости от веса или от возраста, мы даем, например, еще плюс комбикорм. И эта программа у нас работает уже третий год, работает чисто по поросятам. Я думаю, эта программа, она очень хорошая. И также сегодняшний день мы в основном наши планы, которые, например, очень большая
большая проблема, наверное, на сегодняшний день это на строительство тех же универсальных ферм, например, да, все-таки у людей нету таких залогов. Сегодняшний день, вот я сегодня вот поставил вопрос в Министерстве сельского хозяйства нашей республики, как-то обойти вот этот вопрос все-таки у тех людей, которые у нас хотят заняться сельским хозяйством, и вот, скажем, по получению заемных средств, у них нету таких залогов. И поэтому я сегодня вот и Николаем Степановичем, заместителем министра сельского хозяйства, вот, тоже говорил, Петром Ивановичем, нашим первым заместителем министра сельского хозяйства. Все-таки вот тут мы должны вот эти вопросы решить, потому что все-таки, когда мы начинаем запрашивать залоги, это для нас, это, конечно, и для вот наших заемщиков это очень большая проблема. Для сельского хозяйства на уровне федерального центра разработан комплекс мер поддержки. Какими льготами могут воспользоваться наши аграрии? Ну, это сегодняшний день мы, наверное, все знаем. Сегодняшний день и правительством нашей республики, и правительством Российской Федерации сейчас принята очень хорошая программа, тем более в республике у нас сегодняшний день программа, которая для поддержка наших селян, это вот сегодняшний день, например, это для заготовителей дополнительно 10 рублей на закуп молока. Я считаю, например, это очень много. И очень, я думаю, например, многие селяне, которые в прошлом году немножко бастовали, например, я думаю, например, они все-таки начнут сдавать. Но чтобы получить, например, принятие хороших таких программах, федеральных программах, нужна хорошая программа, которая на сегодняшний день, например, у нас ее отсутствует. Мы на сегодняшний день уже разговоры ведем с несколькими компаниями, чтобы они нам разработали полную схему обеспечения молоком для вот нашего населения, нашей республики. Ну, не полностью, хотя бы какую-то часть, которую у нас поставил глава республики в свое время. Но и те задачи, которые он поставил, например, я думаю, например, это они исполнимы. Исполнимы сегодняшний день, например, у нас, вот, тем более на территории нашей республики, мы, каждое крестьянское хозяйство, каждое СХПК, мы между собой не должны конкурировать. Мы просто должны найти общий язык, и находя общий язык, например, мы все-таки должны реализовывать нашу продукцию. По программе, вот по федеральной программе, я думаю, например, ту программу, которую мы разработаем, я думаю, мы, если в этом году, если не получится, я думаю, на следующий год мы обязательно попадем по этой программе, тем более Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, она поддерживает президентом нашей Российской Федерации, тем более в этом году уже дополнительно предусмотрели 150 миллиардов рублей. Я думаю, например, как раз нам нужно больше принимать участие на таких программах, которые, например, федеральных программах. Агрохолдинг Туймаада реализует 3 ключевых проекта в сфере животноводства. Доращивание молодняка, крупного рогатого скота и поросят. Также можно принять в аренду коров. Расширится ли эти проекты? Ну, мы на сегодняшний день уже запланировали по животноводству 880 телят дать, например, это по всей республике, это у нас и в Алекумском районе, в Хангаласском районе, в группе, вот, в центральной группе улусов. И вот сегодня мы запланировали 880 телят и бичков, которые мы должны дать на доращивание. Но эта программа у нас сегодня работает. В сегодняшний день у нас заявка уже почти 75% уже заявлены 75%. Я думаю, например, вот этой программу нужно еще немножко расширить. И наша задача, которая вот, чисто для агрохолдинга, это, конечно, наша, например, самое главное, больше молока мы должны надоить. Например, вот перед нами такая задача стоит, а доращиванием, я думаю, население у нас готов. Ну, мы уже поняли о том, что население он сегодня готов работать. По поросятам мы уже развозим, тоже сейчас уже начали уже те заявки, которые у нас есть. Мы в Алекумский район увезли, в Вилюйскую группу улусов уже увезли. Поэтому вот эта программа по поросятам тоже она работает, ну и начала работать. Петр Семенович, ну что ж, желаю достижения всех поставленных целей, ну и успехов в работе. Спасибо. Вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.